Участники из различных министерств и ведомств собрались, чтобы сразиться в интеллектуальной дуэли. Здесь главное оружие – логика, эрудиция, интуиция, простое везение и, конечно, умение работать в команде. Мировая и история Ингушетии, различные занимательные факты из жизни известных людей. Викторина проходит в 3 этапа, в каждом по 10 вопросов. 36-й президент США Линдон Джонсон называл ее неоплачиваемым государственным служащим, выбранным одним человеком. Каждой команде дается 1 минута на обдумывание ответа, который пишут на бланке и передают ведущему. За правильный ответ начисляется 3 балла, за неполный 2. Во Франции и Италии называется 1000 слоев, а в странах бывшего Союза за ним закрепилось другое название. За все время у игры появилось немало фанатов. В их числе и Арсамак Аушев. В этот раз он также не упустил возможность блеснуть знаниями и проверить эрудицию. Игра проходит очень динамично, интересно. Вопросы подобраны со вкусом. Среди них нет ни откровенно слабых, ни откровенно не берущихся. То есть они заставляют подумать, и в то же время любой нормальный человек может за отведенное время выйти на правильный ответ. Так что мы пока получаем удовольствие от игры. Здесь важно не только знание дат и терминов, но и умение логически мыслить. Поэтому в своей команде МЧСники собрали самых эрудированных. В прошлом году участвовали, заняли призовое место. И так мы стараемся повышать свой интеллектуальный уровень по мере возможности. Очень интересный вопрос, что про Австралию было изображено 2 животных – кенгуру и страус. Почему именно их? И вопрос был насчет продвижения вперед. Оказывается, эти оба животные не умеют пятиться. Это интересный заковыркой вопрос. Открытый турнир по брейн-рингу мэрия Карабулака проводит уже 4-й год подряд. Этот посвятили столетию образования ингушской государственности. Знания всех 6 команд оценивает строгое жюри. Особенно, я всегда говорю, проигравших тут нету. Тут активность, задор и все остальное, что соответствует вот нашей относительно молодежной среде, интеллектуально развитых и подготовленных людей. Хочу пожелать удачи. Лучшей по итогам всех этапов стала команда МВД. В финале МЧС немного отстали. У них почетное 2-е место. А 3-е за муниципалами. Победителям достались ценные подарки и дипломы. Также утешительные призы получила команда, занявшая 4-е место. Тамара Хшагульгова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.